Казахстан выделяет 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Народу обещают кредиты, тем временем ограничительные меры в стране становятся все жестче. В период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тысяч человек. В Кыргызстане врачи, медперсонал и даже милиционеры вынуждены работать с минимальными средствами личной защиты. Репортаж из Бишкека. Со всех сторон стали раздаваться сигналы СОС и жалобы медицинских работников на то, что им катастрофически не хватает средств индивидуальной защиты. Все больше людей находятся в карантине или вынужденной самоизоляции. Все это в сочетании с потоком информации о пандемии коронавируса вызывает стресс. Как с ним справиться, покажем наглядно. Доверяйте только фактам и достоверной информации, которая поможет вам правильно оценить риски и принять разумные меры предосторожности. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Казахстан основательно готовится к экономическому кризису. Сегодня президент страны рассказал, как государство будет преодолевать так называемый идеальный шторм. Общий пакет антикризисных мер, по словам Касым-Жомарта Токаева, составит 10 миллиардов долларов. На что именно направить деньги и кому рассчитывать на поддержку со стороны властей, выяснял Гернур Дожанов. Пока казахстанцы по домам отмечают Наурыз, президент провел расширенное заседание Госкомиссии по чрезвычайному положению. Там Касым-Жомарт Токаев представил свой рецепт преодоления кризиса. В первую очередь власти решили протянуть руку помощи тем, кто лишился работы из-за ЧП. Таким гражданам, а их по расчетам главы государства не менее 1,5 миллиона, будут выплачивать пособие ежемесячно по 42,5 тысячи тенге. Это чуть больше $93. В период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается с индивидуальными предпринимателями, 80% которых приостановили свою деятельность. Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан. Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты гражданам. Рассказал Касым-Жомарт Токаев и о том, как быть населению с кредитами. По его поручению гражданам дадут отсрочку, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней. На 3 месяца от налогов освободят также малый и средний бизнес. Главная задача сейчас, по мнению президента, сохранить рабочие места. Поручаю правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на 3 месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить кризиса неплатежей. С каждым днем ухудшающаяся ситуация с нацвалютой тоже не осталась без внимания. Президент отметил, что стабилизация курса тенге сейчас крайне важна. В этом деле посильный вклад должны внести нацкомпании. Поручая Национальному банку, правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны. Также с учетом имеющихся обязательств поручаю составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана. Считаю, что нацкомпании должны производить выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода. Ну и, конечно, одной из главных проблем на повестке остается пандемия коронавируса. Токаев поручил еще больше ужесточить карантинные меры, строже наказывать их нарушителей. Кроме того, будут вводиться дополнительные ограничения на все виды пассажирских перевозок внутри страны. На карантин в ближайшие дни могут закрыть еще несколько городов. Сейчас власти решают этот вопрос. По поручению президента отныне рассказывать все об эпидемии населению будет министр информации Даурен Абаев. Его в народе в шутку даже успели прозвать официальным представителем коронавируса в Казахстане. Отмечу, на сегодня количество зараженных COVID-19 в стране увеличилось до 62 человек. Помимо Нур-Султана и Алматы, пневмония нового типа распространилась в Караганде, Алматинской и Актюбинской областях. О мерах, принятых президентом Казахстана, мы поговорим с экономистом Касымханом Капаровым. Касымхан, здравствуйте. Как вам решение Касым-Жомарта Токаева помочь казахстанцам, которые потеряли работу? Всего планируется, я напомню, выделить 10 миллиардов долларов. И вообще, откуда возьмут эти деньги? Расскажите нам. Да, было заявлено, что выделят 4,4 триллиона тенге. По курсу 440 тенге за доллар – это 10 миллиардов долларов. При этом было сказано, что из нацфонда для этого специально деньги браться не будут. Однако мы знаем, что по итогам первых 2 месяцев доходы бюджета, государственного бюджета составили
1,6 триллионов тенге, это примерно 3 миллиарда долларов. И также планируется ежегодный гарантированный трансфер из нацфонда примерно 7 миллиардов долларов. Вот из этих двух цифр мы получаем те 10 миллиардов, которые сегодня были озвучены. Проблема заключается в том, что налоговая база очень сильно просела, и правительство пока не знает, сможет ли оно получать налоги, потому что также в сегодняшнем обращении было сказано, что весь малый и средний бизнес будет освобожден от налогов, и получается, что налогоплательщиками у нас останется только крупный бизнес. Понятно, что тот план, который был заложен в бюджет в прошлом году, это 8 триллионов тенге или примерно 20 миллиардов долларов, он сейчас под большим вопросом. Ну, вообще, в целом, как вам идея, вот то, что граждане Казахстана, которые потеряли работу, получат деньги? Я, если не ошибаюсь, примерно по $93 в месяц, да? Да, эта практика уже применяется в других странах. В США президент Трамп озвучил, что там будет выдавать по $1000, в Гонконге также выдавали по $1200. То есть эта практика направлена на поддержание совокупного спроса в кризисный период и на поддержание определенного уровня достатка. Для Казахстана это новая мера, однако я считаю, что она правильная и хоть и вынужденная в этот момент. 42 тысячи – это, конечно, небольшая сумма, но вкупе с отсрочкой платежей по кредитам и по коммунальным платежам она все-таки окажет свое позитивное влияние. Ну и уже, по-моему, озвучены цифры, это порядка 1,5 миллиона человек. Как будут определять людей, которые будут получать вот эти деньги? Как вы можете объяснить нам? Да, было озвучено, что эти деньги предназначены для людей, которые потеряли свой доход и которые смогут это подтвердить. То есть здесь, наверное, нужно сразу сказать, что это не те люди, которые сейчас получают помощь от государства по безработице, допустим, а это те люди, которые работали, но потеряли свою работу или свой источник дохода. Из 1,5 миллиона человек было заявлено, что треть будет в городе Алматы, однако больше деталей о том, как будет отбираться эта категория граждан и в каком порядке, какой механизм для отбора будет, пока деталей нет. Но ведь, согласитесь, это самое основное и самое сложное, наверное, выбрать людей. И вообще, как они будут доказывать о том, что они пострадали? Конечно, дьявол кроется в деталях, и здесь правительству нужно продумать механизм, как это сделать максимально прозрачно, потому что в обществе будут недовольны, люди будут задавать вопросы, почему кому-то помогли, а им не помогли. Большое спасибо. О мерах, которые сегодня принял Касым-Жомарт Токаев, нам в интервью рассказывал основатель сайта Economist.kz Касымхан Капаров. Вам большое спасибо за интервью. Всего доброго и до свидания. В Узбекистане людей в карантине охраняют военнослужащие. Делается это для того, чтобы люди не сбегали и не создавали угрозу для окружающих. В настоящее время узбекистанцы, которые возвращаются из-за границы, специальными чартерными рейсами сразу помещаются в карантин. Для обеспечения их безопасности, чтобы они не сбежали, Минобороны организовала круглосуточный контроль. Местные СМИ сообщают, что уже 7 человек нарушили правила обсервации. В отношении 3 возбудили уголовные дела, а 4 отделались штрафами. В Узбекистане сегодня в карантине находится 12 731 человек, почти 7,5 тысяч в лечебных, остальные в домашних условиях. А в Кыргызстане накануне введен режим чрезвычайной ситуации. Пока власти сообщают о 16 зараженных коронавирусом на территории республики, 1 за рубежом. Сотни организаций на время прекращают свою работу. Правительство думает, как пережить пандемию и помочь бизнесменам. Дарья Тимофеева обо всем происходящем в стране. Самолеты не летают, поезда не ходят, продукты вывозить нельзя. Кабмин ввел ограничения на вывоз 11 видов товаров из Кыргызстана. Среди них крупы, мука, масло, корм для домашнего скота и антисептики. Все это пока необходимо гражданам внутри страны. С введением режима чрезвычайной ситуации по стране выставлено 14 санитарно-карантинных постов. Перемещение между регионами ограничено. Власти просят воздержаться от поездок и внутри населенных пунктов. В 2 крупнейших городах – Бишкеке и Аше – сокращена работа общественного транспорта. До родины, застрявшие в разных странах кыргызстанцы, добираются спецбортами либо рейсами из России раз в неделю. Всем иностранцам въезд запрещен, даже если они приехали к родственникам. Власти просят людей не забывать о дисциплине и не
допускать паники, ко всем требованиям отнестись серьезно. Когда мы боремся, мы должны работать друг с другом и оказывать помощь. Те, кто будет нарушать законы, к ним будут применяться жесткие меры. Есть те, кто распространяет фейк-новости и испытывает наше государство. Хорошо, что их быстро выявляют. Напомню, за это предусмотрено наказание. Правительство пытается минимизировать последствия сложившейся ситуации для отечественного бизнеса. Многим предпринимателям сейчас приходится приостанавливать работу. Кабмин планирует не взимать штрафы за просроченные кредиты, отложить сдачу деклараций и уплату налогов. Власти признали, что в связи с пандемией коронавируса цены на некоторые продукты растут. Для простых граждан рассматривают возможность отсрочить коммунальные платежи. Более недели на отдельные позиции, как то мука, сахар, яйца и еще несколько позиций, введено государственное регулирование для того, чтобы не было резкого повышения цен. Кроме того, мы ведем тесную работу с основными производителями и поставщиками этих основных продуктов питания, с торговыми сетями, на предмет, чтобы удержать стабильные цены, достаточный объем и своевременные поставки и продажи. На борьбу с коронавирусом из бюджета выделено более 1,5 миллиарда сомов или около 19 миллионов долларов. Пожертвований на эти цели собрали уже 5 миллионов сомов. Кабмин сообщает, что переходит в режим строгой экономии. Ряд министерств на время могут прекратить работу. Перенесены на неопределенный срок выборы в нескольких городах. А вот суды Кыргызстана не прекратили работу в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня рассматривали сразу 2 громких процесса с участием бывшего руководства страны. Так, городской суд Бишкека оставил в силе приговор для бывшего премьер-министра Сапара Исакова. По делу о модернизации ТЭЦ его осудили на 15 лет. А вот судебное заседание с участием экс-президента Алмазбека Атамбаева отложили из-за его плохого самочувствия. Жители Кыргызстана собирают деньги на медицинские маски, респираторы и защитные костюмы для врачей. Соцсети в эти дни заполонили откровения медиков. Они рассказывают, как сами покупают себе защитные средства. Но давать при этом интервью на камеру медики отказываются. Джибик Бегалиева поговорила с экспертами. Антисептиком сами пользуются, а нам ни хрена ничего не дают. Если вначале на условия в зонах карантина жаловались только их обитатели, то теперь помощи просят сами врачи и даже милиционеры. Вот так в обычных тоненьких медицинских масках встречают пассажиров международных рейсов милиционеры. Никакой спецодежды или хотя бы накидок и респираторов. Еще больше опасности подвергают своей жизни кыргызстанские медики. Уже на первой неделе, на первом этапе диагностирования коронавируса в стране со всех сторон стали раздаваться сигналы СОС и жалобы медицинских работников старшего, среднего, младшего звена на то, что им катастрофически не хватает средств индивидуальной защиты и что они не чувствуют себя в безопасности. Вот медработница в марлевой медицинской маске и самой элементарной защитной одежде в карантинной зоне возле аэропорта Манас. Фото сделал сосед юноши, у которого обнаружили COVID-19. Но даже эти средства защиты врачам и медсестрам приходится закупать самим. Штаб работает днем и ночью на страже здоровья. Минздрав работает, но в обсервациях медики ходят в обычных масках, которые с собой привезли халаты одноразовые тонкие. 1 градусник на 25 человек. Выдали 8 градусников на 170 человек. А фонендоскопы и тонометры медики свои личные привезли. Почему медики и милиционеры должны покупать маски и спецкостюмы за свой счет? Где выделенные деньги? 2 дня дежурила в роддоме. На свои деньги купила 4 маски за сутки. По 150 сомов потратила на такси в обе стороны. Так мне одно дежурство обошлось на 380 сомов, не считая риска своей жизнью. А зарплата у меня как совместителя около 2000 сомов. Предложили костюмы для перемещения по городу. Стоимость $13. Собираю группу на 50 человек, кто хотел бы приобрести. В коробке 50 штук. Специалисту по доказательной медицине Бермет Барыктабасова пишут из разных частей страны. Просят маски, перчатки, халаты. Постоянное должно было быть обеспечение за все годы существования системы здравоохранения. Но на сегодня, как мы видим, как раз верхушка айсберга обнажилась. Стало видно проблему в разрезе на ее высоте. И сразу стало видно, что медики не защищены. Бермет объясняет, врачи в Кыргызстане и раньше покупали халаты и прочие средства защиты на свои деньги. Халаты медики всегда стирали дома сами. По мере возможностей мы обеспечиваем врачей масками. Начали шить маски местного производства. Но вы понимаете, что их надо менять каждые 2 часа. Все наши запасы исчерпываются. Основной удар пришелся на юг. Мы туда отправили часть средств. Но тем не менее дефицит ощущается.
Некоторые врачи делятся дешевым лайфхаком. В медицинские маски они вклеивают женские гигиенические прокладки, на которые предварительно капают прополис для дезинфекции. Жубек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. А в Душанбе сегодня закрыли международный терминал столичного аэропорта. В минувшую субботу две таджикистанские авиакомпании Somon Air и Tajik Air приостановили все международные рейсы. Воздушное пространство закрыто для международных перевозчиков. Остановлено авиасообщение и между Таджикистаном и Узбекистаном, рассказывает Анушервон Арипов. Местные авиакомпании не просто приостановили международные рейсы, но и отправили всех сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Покинуть страну теперь не получится. Все контрольно-пропускные пункты на границах для пассажирских перевозок также закрыты. Десятки тысяч таджикистанцев, пытающихся вернуться на родину из России, теперь вынуждены остаться за границей. В авиакомпаниях сообщили, что завтра в порядке исключения состоится один рейс в Москву и обратно. Согласно указанию Агентства гражданской авиации, при правительстве Республики Таджикистан в целях предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан Республики Таджикистан, авиакомпания Somon Air временно приостанавливает все международные рейсы из и в Таджикистан с 20 марта 2020 года. К госпитализации возможных больных коронавирусом готовится крупнейшая в стране больница. Всех пациентов уже распределили по другим медицинским учреждениям. Клиника будет работать в режиме карантинного и инфекционного изолятора и готова принять до 900 пациентов. В нашу клинику сейчас свозят спецодежду и медпрепараты для оказания первой помощи. Все отделения уже готовы принять граждан на карантин. При всех этих мерах в Таджикистане с размахом отметили Навруз. Сегодня в парках страны не протолкнуться от отдыхающих. Ни о каких рекомендациях ВОЗ по индивидуальным мерам безопасности речи не идет. Ведь до сих пор в стране не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. По мнению эксперта Абдулло Давлатова, власти Таджикистана до сих пор не ввели строгие ограничения внутри страны из-за ранее принятых превентивных мер. В частности, был усилен контроль на границе. Насколько я могу судить, естественно, находясь вне Таджикистана, через средства массовой информации, социальные сети, через знакомых, очень эффективные меры были приняты. Самое важное в таких моментах, когда угрожает подобная инфекция из-за границы, на первый план надо вывести именно правоохранительные органы, специальные службы, пограничные службы, чтобы они максимально смогли контролировать проникновение лиц с наличием подобной вирусной инфекции, в частности COVID-19. Таджикистан как раз этим занимался. Насколько я помню, была шумиха, что даже китайских дипломатов не пустили без карантина. Это было очень принято своевременные меры, поэтому это можно только приветствовать. Подобные карантины, они очень эффективны. Опять-таки, как показывает практика, на сегодняшний день мы знаем, что, слава богу, еще нету заразившихся коронавирусом в Таджикистане. Это все благодаря тому, что все приезжие из-за границы берутся под жесткий карантин. Это очень важно. А вот представитель Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане Галина Перфильева считает, что введение ограничительных мер осуществляется властями с учетом потенциальных рисков. Я напомню, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительству Таджикистана воздержаться от проведения массовых мероприятий. Каждая страна смотрит на свои условия, на свои возможности отменять или не отменять. ВОЗ дает только рекомендации о том, как надо оценить риски и как надо подготовиться к этим мероприятиям. Министерство очень много работает, и мы с ним работаем вместе над тем, чтобы были тест-системы. Конечно, существуют сложности, потому что закрываются границы, запрещают вывозить из стран средства индивидуальной защиты. Но на сегодняшний день у Минздрава есть тест-системы, по которым они проводят лабораторные исследования. На самом деле мы для того, чтобы быть уверенными, что тестирование у нас проводится качественно, и мы направляли на валидацию в Лондон отрицательные результаты. Не все, а выборочно. Результаты были отрицательные.
Между тем, по информации Всемирной организации здравоохранения, с начала февраля и до середины марта в Таджикистане протестировано 363 человека на коронавирус. За этот же период через карантинный режим прошли 1603 человека. Учитывая слабую систему медицины в Таджикистане, представительство Всемирной организации здравоохранения совместно с властями разработало специальный бюджет на случай распространения COVID-19 в стране. Определены 10 направлений, определен бюджет. Мы расчеты брали ВОЗовские, работали министерства и другие структуры государственные, и участвовали в этом тоже партнеры по развитию, доноры. Теперь у нас есть этот бюджет, и мы встречаемся, Минздрав встречается со всеми донорами для финансирования вот этих мероприятий. Я не могу вам говорить, этот бюджет, это государство, но это немалый бюджет, и он рассчитан как бы с возможным расширением. И туда входит, конечно, и в первую очередь вот пропускная зона, чтобы их укреплять, конечно, карантинные все зоны, конечно, лечебные учреждения и так далее. Смотрите далее в нашей программе. Все больше людей находятся в карантине или вынужденной самоизоляции. Все это в сочетании с потоком информации о пандемии коронавируса вызывает стресс. Как с ним справиться, покажем наглядно. Доверяйте только фактам и достоверной информации, которая поможет вам правильно оценить риски и принять разумные меры предосторожности. В Стамбуле от суррогатного алкоголя, в составе которого был метиловый спирт, скончались 37 туркменистанцев. Об этом сообщает сайт «Хроника Туркменистана». Всего же с 13 марта с тяжелым отравлением в больнице поступил 61 человек, 24 в настоящее время находятся в реанимации. Большинство из них в коме, как сообщает Туркмен-Ньюс. Сами пострадавшие рассказали, что принимали алкоголь в качестве профилактики коронавируса. Как сообщили в стамбульской полиции, по делу об изготовлении и распространении суррогатного алкоголя задержано 11 граждан Туркменистана. Погибших, чьи тела не удалось отправить на родину, хоронят на одном из местных кладбищ. Сотрудник посольства в Турции Мурат Ишанкулиев попросил некоторые турецкие СМИ не распространять информацию о гибели туркменистанцев. В противном случае официальный Ашхабад может расценить такие публикации как недружественный шаг. Правда, турецкие СМИ его просьбу проигнорировали. Число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 350 тысяч человек. Все больше людей находится в карантине или вынужденной самоизоляции. Все это в сочетании с потоком информации о пандемии вызывает стресс. Как с ним справиться? Вот рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Как справиться со стрессом из-за распространения коронавируса? Чувствовать грусть, стресс, растерянность, страх или злость нормально во время кризиса. Говорите с друзьями и родственниками, с людьми, которым вы доверяете. Это вам поможет. Если вы вынуждены находиться дома, поддерживайте здоровый образ жизни. Соблюдайте режим питания, занимайтесь спортом. Оставайтесь на связи с близкими людьми по телефону или интернету. Не курите, не употребляйте алкоголь или наркотики, чтобы справиться с эмоциями. Если чувствуете, что не справляетесь, поговорите с медработником или психотерапевтом. Важно знать, куда именно обратиться, если вам нужна медицинская или психологическая помощь. Доверяйте только фактам и достоверной информации, которая поможет вам правильно оценить риски и принять разумные меры предосторожности. Пользуйтесь надежными источниками информации, такими как ВОЗ или местные органы здравоохранения. Ограничивайте время, которое вы проводите за просмотром новостей, вызывающих волнение и беспокойство. Вспомните приемы, которые помогали вам справиться с неблагоприятными ситуациями в прошлом, и используйте их, чтобы контролировать свои эмоции в этот сложный период. Это была программа «Азия». Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Во-первых, воздух начнем с малого. Ни одной котельни, ни одного завода, ничего. То бишь для детей вообще шик. Видоны, как бы, естественно, вид. В совокупности получилось. Камчатка засасывает. Геологи уже разведку сделали к 70-му году. И поняли, что мы действительно вот это село на горячих источниках. Обнаружили речки, ручейки с горячей, теплой водой. Ты знаешь, у меня диагностировали серьезное заболевание примерно 7 месяцев назад. Мы не думали, как будем умирать.
А если подумать, не боитесь? Когда свечка догорит, тогда и умрем. Для чего живет человек? Чтобы дать потомство свое.